Сегодня медаль уже наша, но как же хочется, чтобы это было второе место. Выходит Белорукова и старается атаковать. Напрямой Белорукова. Считанные секунды до финиша Юлия Белорукова идет практически вровень с Майкин Фала, но норвежка немного сильней, и российская лыжница завоевывает свою первую бронзу Олимпийских игр. Мне кажется, в этот момент у меня выключился свет в голове, потому что я не понимаю вообще, что я сделала сейчас. Но повторюсь, что я знала, что это будет. Не сдерживая эмоций, наши болельщики от простого зрителя до президента Федерации лыжных гонок России поддерживали наших девчонок. Впервые за 16 лет в олимпийском женском спринте наши лыжницы снова в тройке лидеров. А для родного Сосногорска бронзовая медаль Белоруковой – настоящее золото. Очень прекрасно. Это для нее это самый, наверное, лучший результат, наверное. Молодец, я видела сегодня уже в Одноклассниках, по-моему, выложили страничку. Рада. Желаю ей здоровья и успехов. Да вы что, очень рада. И горда. Удачи. Удачи, чтобы не переживала, но она молодец. Рада за нее, очень даже хорошо, что наш город прославляет. Юлька, молодец, Сосногорск с тобой. Умница, конечно, вообще солнышко, молодец. Браво, так держать. Нашим пацанам, девчонкам, всем респект большой. Особую гордость, конечно же, испытывает первый тренер Юлии. По словам Галины Ветровой, в лыжной секции она уже подавала большие надежды. Она всегда стремилась быть первой, и если она была второй, а у нас еще один был ребенок, Женя Батакова, которая составляла ей конкуренцию, я обыгрывала ее маленькую. Вот тут надо было воспитывать ее, потому что она старалась ее обыграть и обыгрывала. Потом, как с маленьких обыграла один раз, в республике была первой, и больше она не была второй ни разу на республике. Ну, а потом Россию выиграла. Поздравил с победой нашу лыжницу и глава Коми Сергей Гапликов. Республика гордится тобой. Мы болеем за тебя и за наших ребят. Вы лучшие, отметил глава региона. Напомним, зимние Олимпийские игры проходят в эти дни в Пхенчхане. Болеем за наших и ждем новых побед. В Сосногорске подведены промежуточные итоги голосования по проекту формирования комфортной городской среды. Результаты были озвучены в рамках заседания рабочей группы. Она собралась в минувший понедельник в администрации района. Напомним, проголосовать можно было как путем заполнения специальной анкеты, так и при помощи сети интернет. За месяц, а ровно столько длился опрос, поступило более 2000 голосов. Среди них были и те, которые не соответствовали условиям программы. И люди предлагали благоустройство дворовых территорий, тротуаров, освещение города, пляжи, территорию лесного массива между Сосновкой и 6-м микрорайоном. Мы эти заявки не отклоняем. Я думаю, мы их учтем в будущем при благоустройстве города. Но таковых набралось всего 4%. Были заявки, в которых горожане выбрали сразу несколько вариантов. И такие анкеты были признаны действительными в том числе. После подсчета была определена тройка лидеров. Это сквер Победы, который набрал 692 голоса, парк по улице Зои Космодемьянской – 542 и площадь имени Гагарина, у которой 503 голоса. В интернет-голосовании у нас лидировал мини-парк, и сквер учителей мало набрал голосов. На бумажном носителе, наоборот, сквер учителей набрал достаточно много голосов. Мини-парк набрал меньше голосов на бумажном носителе. Сквер Победы был в лидерах и там, и там. Ну, площадь Гагарина, в принципе, тоже одинаково голосов как за интернет-голосование, так и на бумажном носителе. Сосногорцы смогут сделать еще один шаг в рамках реализации программы по созданию комфортной городской среды, а именно прийти 18 марта на выборы президента Российской Федерации и проголосовать за предложенные общественные территории. В этом году по всей стране появятся новые парки, набережные, велодорожки. Что и где построить, решаете вы уже сегодня. Предлагайте. Напишите, что вы хотите изменить в своем городе. Отправьте на сайт мэрии или принесите в пункт сбора предложений. Обсуждайте, приходите на общественные обсуждения, критикуйте и предлагайте свои идеи. Голосуйте, приходите на участок и поддержите любую идею. Победивший проект реализует уже в этом году.
Вчера Сосногорск с рабочим визитом посетил зампред правительства Коми Анатолий Князев. Региональный чиновник проверил ход строительных работ ряда городских строек, а также провел личный прием. Первый объект – рыбоводный модуль, который расположен на Сосногорской ТЭЦ. Напомним, восстановление этого объекта началось в прошлом году. Тогда руководство нашего района вышло с такой инициативой на региональное министерство сельского хозяйства и получило поддержку, так как республика заинтересована в развитии аквакультуры на своей территории. И вот спустя год строители выходят уже практически на финишную прямую. Мы немножко на месяца-два отстаем от графика, подвели поставщики оборудования, но сейчас вот нагоняем. Я думаю, что вот в начале мая мы уже готовы будем запускать сюда мальков, посадить именно уже для того, чтобы получить к концу года товарную рыбу в пределах 40-45 тонн. И такой объем вполне можно получить с этой площадки, подчеркивает Князев. Сам же рыбоводный модуль рассчитан почти на 60 тонн. Это некая продовольственная безопасность для района республики в целом. Понятно, что мы своей собственной продукцией удовлетворим потребности жителей, прежде всего, понятно, нашего района. Вот. Ну и, конечно же, хотелось бы выразить большую благодарность. Мы сами никогда бы этот проект не осилили без поддержки, в первую очередь, конечно, главы республики Сергея Анатольевича Гапликова и поддержки правительства республики Коми. Поэтому мы очень благодарны за реализацию именно вот на нашем районе вот этого проекта восстановления рыбоводного хозяйства. Глава района также отмечает, что с вводом объекта в эксплуатацию появятся новые рабочие места, а налоги начнут поступать в казну района. К слову о деньгах, проектная стоимость модуля почти 19 миллионов рублей. Порядка 6 дала республика, остальные внебюджетные источники. Еще один объект, который финансирует республика – плавательный бассейн. Здесь уже идут отделочные работы, на которых занято более полусотни рабочих. В целом большие масштабные работы исполнены. Самые трудоемкие, я считаю, это корпусные вещи, заливка чаши, цемент набран. И не надо гонять еще сильнее, иначе можем испортить все. Не надо создавать ажиотаж, и не надо ориентироваться на март месяц, на сдачу. Однозначно мы будем терять качество. Поэтому, наверное, на май месяц мы уйдем и спокойно завершим, и со всеми благоустройствами, асфальтом на территории. Анатолий Князев также акцентировал внимание на том, что проект полностью обеспечен финансово, а контроль строительства ведется постоянно. Деньгами мы подкрепили полностью, тут проблем не будет по части выделения денег на достроительство, сумма-то обозначена. Я считаю, что надо спокойно работать и завершать стройку. И не тогда мы долго и работаем на объекте. Фактически мы начали в прошлом году в январе месяце. Вот год с чем-то, вот года и 2 месяца, да. Ну пусть будет 1,5 года, для севера, я считаю, небольшой срок. В ходе рабочего визита Анатолий Князев провел и личный прием. На встречу с министром пришли предприниматели Сосногорского района. В рамках диалога собравшиеся обсудили вопросы сельского хозяйства и потребительского рынка. Так, например, у нашего региона есть огромный потенциал в части производства и реализации того же картофеля. По словам предпринимателя, республика богата землями, которые, к сожалению, простаивают. Вот и приходится ввозить его из-за пределов региона. Сейчас мы завозим картофель с Йошкар-Олы, с Чебоксар, с России. Хотя я считаю, что мы должны, наоборот, наверное, туда и возить с нашими-то возможностями. Короткие сроки созревания и земли предостаточно. Люди готовы работать, а правительство готово их поддержать, отметил Князев. Сейчас в республике существуют различные виды поддержки предпринимателей, осуществляющих свою деятельность как в сельском хозяйстве, так и в других направлениях. И некоторые проекты, речь о которых шла в рамках диалога, министру Князеву показались достаточно интересными и имеющими право на существование. Со своей стороны он пообещал оказать всю возможную помощь в реализации будущего бизнеса. В Сосногорске проходит неделя дорожной безопасности. В ее рамках самых юных горожан знакомят с основами безопасности дорожного движения. Мероприятие проходит в специально созданных на базе дошкольных учреждений ресурсных центрах.
На территории муниципального района Сосногорска организована работа 3 ресурсных центров. Это детский сад номер 9, 10 и 8 города Сосногорска. Нам очень важно, чтобы дети всего Сосногорска посещали эти учреждения и практически отрабатывали навыки по соблюдению правил дорожного движения. Для этого у них есть все возможные средства и развивающая среда. На этой неделе детский сад номер 8 у себя принимал воспитанников подготовительных групп 13, 7 и 15 детских садов. Ребята участвовали в различных эстафетах, разбившись на команды. Внимание! Хозяева площадки стали болельщиками. Среди них Настя Гаврилова. Девочке вот-вот исполнится 7 лет. Правила дорожного движения Настя вместе со своими сверстниками учит в детском саду. Говорит, что занятия ей нравятся, и она обязательно будет помнить правила безопасного поведения на дороге. На дороге нельзя играть, нельзя. Нужно посмотреть по сторонам, если это пешеходный переход. Надо переходить, если машин нет. Если есть машина, если машина пропускает человека, то значит можно идти. Если машина едет, то значит нужно остановиться. Когда машины нет, смотрели по сторонам, и можно идти. Неделя дорожной безопасности проводится в дошкольных учреждениях регулярно. Театрализованные представления, спортивные состязания, игры. Формы различные, но все они направлены на изучение и закрепление материала о безопасном поведении на дорогах. Ресурсный центр наш определен для того, чтобы помочь деткам-дошколятам находить ответы на трудные вопросы вот именно в безопасности движения по дорогам нашего города и по улицам нашего города. Зачастую это, вы сами знаете, бывает небезопасно. Занимаемся мы с детками постоянно и как бы видим уже результаты, потому что дети вот уже по этим даже занятиям видно, что дети насколько успешно начали осваивать правила дорожного движения и применять их на практике. Вопросы и ответы, различные задания и веселые эстафеты. Все это маленькие сосногорцы повторят еще на нескольких занятиях, чтобы обязательно запомнить. А перед летними каникулами их ждет еще одно интересное мероприятие – муниципальный велопробег «Мой друг велосипед».